Сегодня четверг, и, как всегда, в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Близятся майские праздники, в которые сибайцев ожидает очень насыщенная программа праздничная. Об этом и другом сегодня мы хотим поговорить с председателем Комитета по делам молодежи администрации городского округа Альфиром Ириковичем Валитовым. Здравствуйте, Альфир Ирикович. Добрый вечер, Лиана. Добрый вечер, Сибай, молодежь, все поколения. Прежде чем мы начнем нашу беседу, хочу сказать телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и по телефонам студии 5 14 95 вы можете задавать свои вопросы. Кроме того, с сегодняшнего дня на сибайском телевидении налажено сообщение посредством WhatsApp и Viber. Вы можете присылать свои вопросы на телефон 8 927 303 43 43. Альфир Ирикович, 1 мая у нас состоится праздник весны и труда, в рамках которого будут подведены итоги городского конкурса семей «Семья – источник вдохновения». А 2 мая уже ожидается также очень насыщенная программа. К нам приезжают гости из других городов, и все это будет в рамках мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. Вот расскажите, пожалуйста, 2 мая что же ждет сибайцев? 2 мая через Сибай пройдет маршрут агитационного перелета, проводимого региональным отделением ДСААФ республики. Будут у нас тут очень много самолетов, будут показательные выступления, прыжки парашютистов. Мы приглашаем всех сибайцев, гостей города на территорию, на площадку, прилегающую к аэропорту. Показательные выступления состоятся у нас с 18:30 до 20:00 часов. Будут несколько экипажей, там будут разные Роланды, разные современные самолеты, в том числе самолеты времен Великой Отечественной войны, поэтому это будет очень массовое шоу, будет организована там торговля. В общем, мы приглашаем вас на этот замечательный праздник, сибайцы, не упустите данную возможность. Насколько я знаю, там еще, по-моему, будет автобусное сообщение организовано, так, ведь в сторону аэропорта? Да, именно так. Для удобства граждан мы организовываем автобусное сообщение от автовокзала до аэропорта. И в течение времени проведения мероприятия и после будет данный маршрут действовать. В рамках мероприятия 2 мая планируется встреча гостей с ребятами из военно-патриотических клубов города. Вот что касается вообще военно-патриотического движения, насколько в сегодняшний день оно развито, сколько клубов в нашем городе действует? Радует то, что в нашем городе все больше и больше ребят вступают в ряды военно-патриотических клубов. Хорошим подспорьем и помощью стало развитие по всей России движения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юная армия». В нашем городе стал руководителем Кончурин Ильгам Мухарамович, преподаватель лицея номер 9. Все военно-патриотические клубы автоматически вступают в ряды «Юной армии». И, кстати, 2 мая будет у нас уже не первое, но 2-е или 3-е массовое вступление школьников, учащихся общеобразовательных учебных заведений, молодежи в ряды юнармии. По-моему, 367 юнармейцев у нас вступят в ряды. Это все пройдет в 15:00 на центральной площади, поэтому также мы приглашаем горожан посмотреть это патриотическое шоу. Что касается юнармии и конкретно лицея номер 9, буквально вчера у нас прошла в городе игра «Зорница», да, и они заняли 1-е место на зональном этапе и будут представлять теперь Зауралье уже на республиканском уровне. И это, конечно, тоже очень большой показатель. Бессмертный полк, да, вот 9 мая у нас будет организован. Многие люди звонят, уже интересуются, каким образом они могут принять участие, что для этого нужно сделать. Что вот можете сказать по этому поводу, куда обращаться? Для этого перво-наперво необходимо подготовить транспарант. Лучше всего это будет портрет вашего деда, бабушки, которые воевали, которые работали в тылу, трудились во время Великой Отечественной войны. Подготовить данный транспарант, закрепить на флагшток и подойти 9 мая до 10 часов к пересечению улиц Горняков и Островского. В этом месте будет построение походных колонн, участвующих в акции «Бессмертный полк». Оттуда мы выдвинемся по улице Горняков. Регистрация всех участников возможна на всероссийском портале «Бессмертный полк.ру». Это возможно в интернете уже в течение нескольких лет. Вы можете зарегистрировать, внести вашего дедушку, бабушку туда, в историю всей России.
Мгм. Ну, в принципе, если нигде не регистрироваться, а просто прийти и принять участие, никто не выгонит, так ведь? Да, вполне. Вполне можете прийти, принять участие, не обязательно это в интернете регистрироваться. Мы отдаем дань уважения нашим дедам, прадедам, бабушкам. Ну и в продолжение темы хочу сказать нашим телезрителям, что буквально завтра в нашем эфире новостей выйдет сюжет о том, где можно заказать и сделать таблички, ну, вот эти вот транспаранты для участия в бессмертном полке. Альфир Юрьевич, ну вообще, что касается 9 мая, нам уже есть карта праздника, да, буквально скоро, в ближайшие дни мы ее опубликуем для наших телезрителей. Ожидается очень много мероприятий, там буквально каждый час расписан, и в том числе много нового для нашего города. Вот по вашей линии, по линии отдела молодежи, что будет проходить? Мы планируем 9 мая также новые такие мероприятия запустить, как автомногоборье, это тоже при поддержке местного отделения ДСААФ, где ребята покажут свои, юноармейцы покажут свои умения вождения автомобиля, знаний правил дорожного движения, знаний правил оказания первой медицинской помощи, и школа молодого бойца. В рамках школы молодого бойца, также которая пройдет на центральной площади, смогут как отслужившие в армии уже призывники, отцы, деды и со своими внуками принять в этой эстафете участие и показать свои знания в плане тактической, строевой подготовки. Близятся скоро летние каникулы, и традиционно в этот период вы также организуете большую работу по охвату детей именно летним отдыхом, в том числе там какие-то профильные лагеря и так далее. Вот в этом году что планируете? В этом году мы планируем, кроме массовых мероприятий на территории города, лагерь, традиционный военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец». Организацией и подготовкой его занимается сейчас местный штаб юнармии, опять во главе с Ильгам Мухарямовичем. Вот, готовится состав, принимаются заявки. Заявки на участие в лагере можете направлять в комитет по делам молодежи. Вот. Лагерь пройдет, будет базироваться на территории городского округа, город Сибай. Будут осуществляться выезды в места туристического рекреационного характера. Занятия будут проводиться разными правоохранительными, силовыми структурами с данными детьми. Все будет проходить традиционно. Имеется соответствующая группа ВКонтакте, кстати. Ребята могут вполне зайти, посмотреть уже информацию, медиафайлы прошлых лет данного лагеря. Группа «Юный спецназовец» конкретно? Да, «Юный спецназовец». Города Сибай. Я напомню телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 5 14 95, либо писать сообщения в Вайбере или WhatsApp на номер 8 927 303 43 43. Альфир Юрьевич, но также в летний период обычно активно работают, особенно активно подростковые клубы, да, проводятся различные праздники двора и так далее. На сегодняшний день вообще как деятельность осуществляется, какие направления в подростковых клубах развиваются? Вот в этот летний период праздники двора, запланированные в подростковых молодежных клубах, пройдут в новом формате. То есть, если раньше праздник двора подразумевал в себя это проведение единоразового праздника в одном дворе, игры, конкурсы, один вечер, то сейчас мы будем заходить во двор, и данное мероприятие будет проходить там каждый вечер в течение недели. Потом мы будем переходить в другой двор, в другой двор. Всего запланировано у нас 20 праздников двора. Планируем охватить порядка 3000 детей, подростков, молодежи. Конечно, большое внимание наши подростковые молодежные клубы должны и уделяют детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете. Поэтому родителей, лиц, ответственных за воспитание, я просил бы побольше ребят занимайте общественно полезной деятельностью, направляйте их в подростковые молодежные клубы. Подростковые молодежные клубы для вас работают абсолютно бесплатно, поэтому двери открыты. Но все-таки в городе несколько, в самых разных частях города. А поподробнее все-таки, чем там могут дети заниматься? Направления абсолютно разные. Вот сейчас очень развивается у нас вновь открытый дом молодежи. Там есть и танцы. Кстати, вот скоро начинается набор там на танцы очень даже маленьких детей. Вот. Также у нас развивается сейчас новый клуб начальной десантной подготовки. На базе подросткового молодежного клуба «Олимп» Синева он возобновляет свою деятельность. Всем знакома деятельность подросткового молодежного клуба «Черный дракон», подросткового молодежного клуба «На золото», где имеется также развивается тренажерный зал, вот ребята молодцы там занимаются, и восточными единоборствами.
Вот. Военно-патриотические клубы «Мужество», новые военно-патриотические клубы, которые появились в нашем городе, это «Отвага» имени Ролана Басырова на базе 7-й школы, это «Пламя», открытое на базе 9-го лицея, также открыты для молодежи. Альфир Юрьевич, у нас начали поступать вопросы от телезрителей. Один из них: по городу везде неизвестные люди оставляют определенные надписи на стенах домов. И понятно, что они означают, да, для тех, кто уже с этим сталкивался. И в нашем эфире мы снимали этот сюжет, поднимали эту проблему. Планируется ли устроить какой-то флешмоб, привлечь тех же самых юных гвардейцев для того, чтобы устранить эти надписи? Дело в том, что такие флешмобы, они готовы, ребята готовы сегодня выступить, однако встречаем много разных проблем. Жители домов, тоже некоторых управляющих компаний, утверждают, что жители домов сами против закрашивания этих таблиц. Вообще я бы обратился к гражданам, конечно. Вот все знают, что эти надписи означают. Это гадость, это отрава, это наркотики, это спайсы, вся эта реклама на ваших домах. Будьте добры, выйдите просто, то место очистите, то место, где вы живете. Пусть не будет этих надписей на стенах ваших домов, ваших магазинов, ваших подъездов. Это видят ваши дети, это видят наше будущее. Поэтому только вы сами сможете уничтожить эти надписи. Просто это неимоверное количество этих надписей. Нельзя сказать, что город, службы не работают, не работает полиция. Полиция, очень много этих закладчиков, этих наркоторговцев выловили в этом году, и даже на некоторый период вот этот наркотрафик, именно, который массово развивается и в близлежащих городах, то есть был перекрыт именно по Сибаю. Но эта медуза Горгона заново поднимает свою голову, заново появляется новая молодежь, стремящаяся заработать легким путем на зле, и взрослые, и помощь жителей нам здесь однозначно нужна. Ну да, но здесь и взрослые в первую очередь должны провести разъяснительную работу, да, со своими детьми, чтобы, не дай бог, в погоне за легкими деньгами не получить реальный срок и испортить себе всю жизнь на долгие годы. А что касается этих надписей, я так думаю, что еще одна проблема — это, наверное, чем закрашивать, да, и как закрашивать. Поэтому, может быть, найдутся индивидуальные предприниматели, которые захотят оказать спонсорскую помощь. Может быть, они обратятся в отдел молодежи, да, и тогда, я думаю, и добровольцы найдутся, которые пойдут и это все закрасят дело. Еще один вопрос: почему праздник, мы говорили про 2 мая, устраивают в рабочий день? Мы тоже хотим посмотреть праздник, но на работе. Но, в принципе, 2 мая показательные выступления, мы запланировали на вечернее время, то есть это в 18:30, автобус будет организован до 20:00. Не мы определяли данный маршрут по этим дням, они объезжают много городов: Татышлы, Белорецк, Акьяр. Так получилось. Конец вот этого автопробега должен у них случиться 9 мая. Так было запланировано ими. Это наши гости, мы их встречаем, они нам показывают шоу. Конечно, мы пожелания по поводу того, чтобы в следующем году надеюсь, что данный пробег будет, чтобы попал именно на выходной день, учтем. Ну, вообще, в любом случае, самое показательное в рамках этого автопробега — это то, что будет происходить на территории аэропорта все-таки в вечернее время. Так Да, ведь? вечернее. Еще один вопрос: когда в Сибае будет шахматный клуб? Я этот вопрос обязательно передам нашему действующему спорткомитету. Долгое время у нас функционировал шахматный клуб. Действительно, взрослые люди собирались, мы действовали на Чайковского, потом было у них свое помещение, потом было у них помещение на базе Центра детского творчества. К сожалению, те, кто занимался по данному шахматному клубу, абсолютно вели себя бесцеремонно, неуважительно к владельцам данного помещения. Это именно про взрослых речь идет? Да, я про взрослых, вот, про дедушек, которые там занимались, и мы были вынуждены попросить их из детских и молодежных учреждений. Вот. Но мы готовы продолжать диалог. Подходите, пожалуйста, давайте попробуем еще раз. А что касается вообще шахмат и шашек для детей, насколько я знаю, раньше вот в том же самом клубе Олимп, нет, не Олимп, простите, Атлант, это прям очень активно развивалось. На сегодняшний день это все У нас есть. в каждом клубе имеются шахматы, шашки, в каждом подростковом молодежном клубе, то есть желающие ребята там, они садятся, в том же самом Атланте, там даже есть столы, прямо на которых нарисовано все это дело, доски, то есть ребята занимаются, играют, развиваются. И не будем забывать про те турниры, которые проводятся ежегодно спортивным комитетом и спартакиады по шахматам.
Дорогие телезрители, у нас уже прошла незаметно половина эфира. Если вы хотите задать свой вопрос, то поторопитесь. Телефон студии 51495, Вайбер, WhatsApp 927-303-43-43. Альфир Ирикович, не так давно у нас в Сибае начали создаваться добровольные народные дружины. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт. То есть насколько вы нашли отклик у тех же горожан, да, у студентов, которых вы привлекаете, сколько на сегодняшний день всего ДНД создано, как вообще проходит их практика несения службы совместно с полицией? На сегодняшний день однозначно созданными добровольные народные дружины, мы можем сказать, что это все в процессе формирования. Все это будет под единым знаменем добровольной народной дружины. Пока по городу созданы общественные организации правоохранительной направленности. Их юридическая возможность, возможностей у них, конечно, мало. До конца этого года мы планируем количество от 3, которые сейчас уже официально зарегистрированы, довести до 22. Основная задача этих отрядов – это повысить общественное самосознание, чтобы каждый гражданин понял, что сообщая о каком-то правонарушении, о каком-то преступлении, он помогает другим, он помогает себе. Он ограждает себя от опасности быть в дальнейшем жертвой данных нарушителей. Поэтому чем больше войдет в это движение, тем более безопасным станет наш город. Я приглашаю всех граждан абсолютно присоединиться. Обращайтесь в Комитет по делам молодежи, можете обращаться к руководителям ваших производственных коллективов, учебных заведений. То есть мы планируем на базе каждого учреждения создать малый отряд и их соединить в одну единую городскую систему. Как это было много-много лет назад. Все это организовывалось по линии профсоюзного комитета. Теперь это будем организовывать централизованно. Мы приглашаем всех. Я рад, что к этому присоединились у нас директора образовательных учебных заведений. Я рад, что присоединились к этому директора некоторых промышленных производственных учреждений. Надеюсь, что и остальные тоже присоединятся. Есть у нас индивидуальные предприниматели, которые сами произвели инициативу и вошли в состав добровольной народной дружины. На сегодняшний день они на улице города продолжают нести, да, службу совместно с полицией? Они нам, Каким образом? то есть ежедневно мы их на дежурство не отправляем. Силами дружинников у нас будет организовано в ближайшем мероприятии это охрана тех же самолетов, которые прилетят у нас 2 мая. Силами общественной организации правоохранительной направленности будет организована охрана памятников в период праздников. Было обеспечено перекрытие дорог в момент проведения полумарафона. То есть мы надеемся, что эта сила поможет и правоохранительным органам, и нам, городу, в проведении массовых мероприятий и обезопасить наших детей от несчастных случаев. Конечно, дополнительное усиление никогда не будет лишним. Альфир Ирикович, вопрос поступил у нас в Вайбере. Александр спрашивает: здравствуйте, акция «Георгиевская лента» к 9 мая будет? Где и когда? Мы планируем акцию 9 мая провести 9 мая на Вечном огне. То есть у меня там уже создана команда волонтеров, которые готовятся, сами экипируются, там они готовят, наматывают ленточки, начали вязать уже красивые там розочки, все такое. Все это будет, поэтому приходите, уважаемые горожане, уважаемые гости города, к Вечному огню, 9 мая. Мы вас там ждем в 10 часов утра. Еще одно сообщение. Ежегодно принимаем участие в проведении акции «Бессмертный полк». Есть пожелание урегулировать скорость шествия. Приходилось бежать по маршруту, а перед стадионом очень долго стоять. В этом году для безопасности и для сокращения времени мы определили более короткий маршрут. Это по улице Горняков до Центральной площади, где вы все присоединитесь к массовому мероприятию. Задержек быть не должно в этом году, тем более, что у нас есть опыт, когда была непогода, был мороз и снег шел 9 мая, поэтому, естественно, эти недочеты, недостатки мы все учитываем. Еще одно пожелание и вопрос: почему бы не запустить рекламу в поддержку нашего города в акции «Аллея славы»? Эта акция проходит на всероссийском уровне. Эту информацию мы буквально сегодня разместили на
на странице нашей телекомпании в группе ВКонтакте, поэтому, уважаемые сибайцы, заходите, голосуйте за наш город, и если мы наберем максимальное количество голосов, войдем в первую пятерку, если не ошибаюсь, то в нашем городе будет высажено, точное количество не скажу, но очень много деревьев, да, то есть с Москвы эта акция проводится. Еще одно пожелание, спасибо, очень интересно, интересовалась георгиевскими лентами, пока писала, уже ответили. Вы уже поговорили, Альфия Юрьевич, про свое взаимодействие с СУЗами и вузами, да, как еще осуществляется ваше взаимодействие? То есть, может быть, там в каждом учебном заведении какой-то союз активистов создан или еще что-то, как вот вы их контролируете? Они активно, конечно, работают, студенты, в каждом учебном заведении создано студенческое самоуправление, сами выходят с инициативой, то провести КВН они хотят на уровне города, то они создали новое движение клубы любителей японской культуры, то они хотят помочь там установить, вернее, скейт-парк. Инициатив очень много. И мы недавно проводили форум молодежных инициатив. Жалко, но многие не смогли выступить на нем со своими проектами в силу того, что методически не были готовы. Хотя мы предлагали им эту помощь. Вы должны понимать, что очень много сейчас проводят грантовых конкурсов, проходят. Очень много форумов. Смарт-тау, территория смысла, Иволга. Двери этих форумов открыты для любого гражданина, для любого представителя молодежи. А молодежь сегодня это все граждане до 30 лет. То есть вы можете вполне, есть у вас какая-то идея, подойдите к нам, подойдите в территориальный деловой центр Зауралье, где вам окажут юридическую помощь, где вам могут предоставить на льготных основаниях офис. Вы можете развить свой проект. Этот проект вас может помочь как социальному развитию города, так и экономическому, вашему собственному личному благополучию. Поэтому здесь вот студенты, идей много, но они по большей части не закончены, а за методической помощью, пожалуйста, приходите. Альфия Юрьевич, ну вы уже не первый год работаете на должности председателя комитета по делам молодежи. По вашему опыту, молодежь сейчас активна или нет? Потому что старшее поколение очень часто обвиняет в инфантильности, да, что вот мы там, ваши годы были не такими. То есть вот активные, инициативные, есть такие ребята или все-таки хотелось бы побольше, чтобы проявляли свою активную гражданскую позицию? Молодежь, она, конечно, разная сегодня. Как я уже говорил, я хочу еще раз поблагодарить нашу сибайскую молодежь, то, что у нас нет этих негативных движений, что у нас их просто нет, я боюсь вас сглазить. Они молодцы, у нас занимаются спортом. Я вижу нашу молодежь на горнолыжных центрах. Я знакомлюсь с нашей молодежью в тренажерных залах. Я вижу нашу молодежь, которая подходит и говорят, вот сегодня тоже у меня был молодой человек, он, вот я, говорит, хочу поехать в Салаватский район, пещеру Идрисова посетить. Как нам все. Парнишка пришел, они сами собрались, сформировали команду, и они готовы принять участие в акции «Сердце помнит». Причем они сами нашли это мероприятие через всероссийский портал АИС Росмолодежь. Вышли на него, проявили инициативу, и вот они уже готовы туда поехать. Вот молодцы. В общем, у нас сейчас очень много возможностей вот, и много информации по грантовым конкурсам есть в системе АИС Росмолодежь. Поэтому, кто хочет развивать свой проект, я приглашаю вас в эту систему. Это всероссийская, там буквально там вся эта диалог информация доступна. Да, там вся информация доступна для любого гражданина. Альфия Юрьевич, мы проводили эту акцию, то есть у нас как таковой поискового отряда нет, но вы, изъявившие желание присоединиться к этому движению, можете войти в состав поисковых отрядов города Уфы и с ними осуществлять поездки на места проведения боев. Либо следующее, через интернет. Вот у нас тоже очень много материала сейчас в интернете на разных сайтах. Есть там сайт, где списки военнопленных, есть сайт пропавших без вести, есть сайт награжденных, и есть сайт погибших. В общем, на всех этих сайтах информация раскидана, и вот из-за ошибок многие родные до сих пор не знают о судьбе
И мы по этому проекту, по «Имена Победы» работали. Были у нас активисты, которые находили там и по 20, и по 30 человек без вести пропавших. Они находили их судьбу, находили их в списках военнопленных, находили их в списках убитых потом. Просто из-за банальных ошибок в написании имен. Это случается потому, что у нас транслитерация такая, что имена башкирские, а писарь, например, там русский. Или там, ну, при склонении там все это терялось, естественно. Где-то недослышно, где-то что-то. То есть вы можете тоже в этом принять активное участие. Вот так. Сайт «Имена Победы», там об этом говорится. Вы можете подойти тоже, и я вас могу проконсультировать по данному вопросу. То есть, куда можно обратиться в случае в комитет чего по делам допустим? молодежи приходите, я буду только рад. Да. Альфир Юрикович, одно из очень успешных направлений последних, по которым работает ваш комитет по делам молодежи, это созданное направление Сибай туристический. У нас вот немножко времени осталось. Вкратце расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день сколько человек в ваших рядах, в какие походы в ближайшее время вы собираетесь? Я даже не могу сосчитать, сколько человек в наших рядах, но у нас в Сибае, кстати, много организаций, кроме Сибая туристического, которые также действуют параллельно. Я вот отдаю дань уважения ирандыкским медведям. Да? Кстати, вообще, в эту субботу они открывают свой сезон, они свой выезжают сезон. в 8 утра на базу Гадельша и приглашают всех желающих Всех присоединиться. желающих приглашают. Вот и у Сибая туристического была какая идея? Объединить всех туристов, вообще весь Сибай пригласить, познакомить их с тем, что все-таки наш Сибай — это туристическая столица Зауралья. Вот мы столько интересных мест тут рядом находим. Пещера, в которой жил Салават Юлаев. Да? Наш самый красивый Гадельшинский водопад. Рядом с ним шахты ибрагимовские. Да? То есть вот эти все достопримечательности, основная задача Сибая туристического — донести до вас, уважаемые жители. Мне стыдно то, что я раньше всего этого не знал. И только сейчас, используя интернет-ресурсы, начал открывать для себя, что тут Кулпытасы, тут вообще все. Тут голубое озеро от нас в 60 километрах с целебной кембрийской глиной. Присоединяйтесь, пожалуйста. Наша группа абсолютно некоммерческая, мы просто вместе собираемся и едем. В эти выходные, кстати, очень много групп из Сибая, вот, организованных, едут на сплав. Там мы стартуем по реке Сакмара от Юлдыбая. Я знаю, что будут там туристы из Петербурга, из Москвы, со всей России. То есть это очень большая туристическая тусовка. И каждый может принять в ней участие. Но для тех, кто хочет присоединиться, я думаю, вы можете найти Альфира Юриковича в тех же социальных сетях, потому что он активный пользователь, написать сообщение и поехать, отправиться в очередной поход. Мы еще, к сожалению, не успели поговорить о многом, в частности, о парашютном спорте, но я надеюсь, что в ближайшее время нашей съемочной группе удастся съездить с вами и совершить прыжок с парашютом, может быть. Но, к сожалению, сегодня время эфира подошло к концу. Большое спасибо за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Спасибо вам. Вот, а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся в следующий четверг. Всего доброго и до свидания.